Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать! С вами Мадина Белялова, профессиональный коуч, психолог. И мы опять продолжаем с вами говорить о том, как помочь нашим детям развивать навыки учебы. Для того, чтобы все-таки ориентировать ребенка на успех, нам важно еще раз научить ребенка правильно относиться к неудачам. Конечно, мы все хотим, чтобы у наших детей победы были нескончаемым потоком каждый день. Но когда именно в этом потоке появляются неудачи, вот одна маленькая неудача, одно маленькое событие может сбить настрой ребенка. И наша с вами задача правильно научить ребенка относиться к неудачам. Давайте я вам предложу таблицу, которую я заполняю со своими детьми, я заполняю иногда перед важными проектами для себя, а вы попробуйте сделать это и для себя, и для своих детей. Посмотрите, когда я готовлюсь к какому-то важному событию, например, к экзаменам или к тестам, мне помогает, когда я делаю что? Когда я следую своему плану, когда я соблюдаю график, когда я после обеда планирую 10 минут отдыха на свежем воздухе, и, соответственно, сажусь на свое рабочее место и работаю по плану. Что мне мешает, например, когда я откладываю занятия на потом, когда я отвлекаюсь на занятия, отвечая на телефон, сообщения от друзей, от родителей, вообще просматривая какие-то уведомления на почте. То есть, соответственно, можно придумать, какие изменения необходимо внести, чтобы эффективность подготовки она повысилась. Ну, например, садиться за занятие в одно установленное, заранее спланированное время. Второе, сохранять концентрацию и поставить, например, телефон на авиарежим, предварительно уведомив родителей о том, что я сейчас занимаюсь. И, конечно, очень важно помнить, что если мы хотим нового результата, нам важно изменить процесс. Вот тогда в итоге результаты будут совершенно другие. Ну и оценки, конечно. Давайте посмотрим. Все-таки успех – это суммарно три важные составляющие. Это способности ребенка, это усилия, не всегда приятные, не всегда комфортные, и умение преодолевать трудности. Вот эта комбинация, она гарантированно предоставит возможность получать успех и праздновать это каждый день. Заинтересованный ученик, он всегда легко учится. Помните, мы говорили о том, что мотивация – это такой внутренний свет, внутреннее желание ребенка освоить те или иные знания или продвинуться в определенном процессе дальше. Незаинтересованный ученик – это всегда отключенный слух, практически нет концентрации внимания, ну и, соответственно, мозг отключается и не участвует в учебном процессе. Поэтому наша с вами задача, конечно, включить вот эту лампочку мотивации и заинтересованности. Давайте я вам просто покажу, как работает сознание, так, чтобы мы с вами видели, как действительно работает человеческий мозг. Посмотрите, 10% мыслей, которые находятся на поверхности, они практически всегда проявляются в словах или в действиях, а вот 90% это подсознание, это наши с вами воспоминания, это сила, это мечты и даже визуализации. Поэтому, чтобы мы могли с вами менять установки или отношения к проигрышам и неудачам, очень важно поменять слова, которые мы используем в общении с ребенком, возможно, картинки, которые мы описываем. И по секрету скажу, перестаньте пугать детей профессиями дворника или, например, работника клининговой службы. Это абсолютно не повышает мотивацию учиться, и на самом деле очень много страхов селит в душах наших детей. Поэтому давайте посмотрим, что же помогает делать мышление эффективным именно для учебы. Мотивация. Всегда замечайте, что вы говорите себе и своему ребенку. Обязательно отслеживайте слова. Знаете, как говорят, вот слово «не воробей» вылетит и не поймаешь. Следите. Замените у ребенка отношение «я не смогу» или «у меня не получается» на «я пока не умею». Дальше. Представляете, помогите ребенку представить себя уже достигшего результата, уже победа в руках, как он себя чувствует тогда, и вот из этого состояния можно планировать новые действия. Разбейте большую задачу
подготовка к экзаменам, например, на маленькие небольшие подзадачи. Наверняка вы слышали выражение «слона нужно есть по кусочкам». Так вот, подготовка, например, к ЕНТ – это большой слон, но если мы его правильно приготовим, то сам процесс сдачи экзамена, он будет несложный, потому что мы уже прошли все по плану. Обязательно научите ребенка говорить себе: я могу больше, чем я думаю, что могу. То есть внутри у каждого человека, вне зависимости от своего возраста, скрыт невероятный природный огромный потенциал. И наша с вами задача, как взрослых, помочь, чтобы этот потенциал действительно раскрылся и давал невероятные результаты. Всегда говорите ребенку, что большие результаты требуют усилий. Великие чемпионы, олимпийские медали завоевываются не просто потому, что человек это захотел. Это всегда получается благодаря усилиям и невероятной дисциплине. И всегда помните, что организация учебного графика – это секрет эффективности. Сегодня обязательно пересмотрите, пожалуйста, как составлен график учебы вашего ребенка. Если вы готовы внести изменения и предложить улучшение, обязательно обсудите это с ребенком. И когда вы это сделаете, поделитесь в комментариях к этому видео, что у вас получилось. А мы продолжим с вами осваивать навыки учебы в следующих уроках. А с вами была Мадина Белялова. До новых встреч!